Основные изменения в Карабулаке заметны еще при въезде в город. Эту старую арку местные власти решили реконструировать. Чтобы преобразовать городские ворота, рабочие сохранили железный каркас, облачили перекладины в новые материалы из зеленого композита и очень скоро разместят на них надписи на русском и ингушском языках. Чуть дальше на горизонте виднеются жилые многоэтажки. Город постепенно расширяется, дома здесь строят и в центре, и на окраине. Однако именно Карабулак считается едва ли не самым зеленым населенным пунктом республики. Деревья многолетней высадки и молодые саженцы украшают городские улицы. В преддверии празднования 25-летия Ингушетии местные власти благоустраивают парки, дороги и скверы. Когда выходишь на улицу, и где-то бегают, и деревья сажают, и цветники, все новые появляются цветники. И ощущение праздника, конечно, есть. Все в огнях, вот ночью, особенно вечером выходишь. Гордиться есть чем. Потому что то, что мы достигли буквально за эти последние 20 лет практически, то, наверное, никто не сумел практически в России. Потому что у нас это идет сильными темпами, быстрыми темпами все происходит. Полным ходом идет и ремонт дорожного полотна. Еще в 2013-м работники Ингушавтодора начали реконструкцию автодороги Назрань-Грозный. Сейчас работы ведутся в городе по улице Джабагиева. Почти 400 метров асфальта предстоит проложить рабочим до праздничных мероприятий. Бордюры здесь уже установили, а вот тротуары проложат сразу после асфальтирования дороги. Ширина здесь, допустим, в городе Карабулак ширина дороги 8 метров составляет. И с устройством бордюрного камня с двух сторон и тротуаров. А вне населенного пункта, вне Карабулака, ширина дороги составляет 11,5 метра. Между тем, активно к открытию готовится и новый сквер в Карабулаке. Очень скоро это место станет одной из самых привлекательных зон для семейного отдыха. Живой уголок, пляжный футбол, небольшие аттракционы, батуты, детские развлекательные комнаты и многое другое. Предусмотрел инвестор и национальные угощения. Рядом желающие смогут сыграть в теннис или бильярд. А для любителей отдыха на свежем воздухе строители соорудили небольшую площадку на возвышенности. Это будет летнее кафе с видом на общий план площади, кафетерий. И главное, все достопримечательность – это наша местная река Сунжа. Кафетерий будет располагаться на берегу с видом на второй парк, с видом на реку. И в основном отсюда видно весь вид на спортивные площадки. Завершить отделку помещений к празднованию 25-летия республики рабочие не успеют. Строительные работы в сквере из-за непогоды пришлось ненадолго приостановить. Но самое главное уже сделано, поэтому даже сильные дожди теперь строителям не помеха. Осталось залить площадку для баскетбола, установить лавочки и протестировать оборудование. Впрочем, на этом благоустройство города не закончится. Проживая в городе Карабулак с 93-94 годах, знаю, что сделано за этот период. Сделано очень много. И я надеюсь, что мы на этом не остановимся, на достигнутом. Мы пойдем дальше и будем дальше, как говорится, и совершенствоваться, и строиться, и благоустраивать наш город. 11 июля Карабулак засверкает новыми яркими красками. Местные жители и гости отметят День Республики народными гуляниями. А уже вечером главные торжества пройдут в Магасе на площади перед башней Согласия. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.